Какими будут СМИ будущего? Несмотря на то, что основные тренды уже сейчас понятны, я бы не стал делать слишком однозначные выводы и прогнозы. И те, кто сегодня, по примеру героя культового советского фильма «Москва слезам не верит», заявляет, что через 20 лет все будет один сплошной интернет и нейросети, мне кажется, ошибаются. Конечно, информационное пространство меняется стремительно. Цифровые технологии, искусственный интеллект внедряются во все сферы жизни. Скоро прекратят свое существование такие профессии, как переводчик, водитель, продавец, официант, кладовщик и многие другие. Некоторые футурологи предрекают смерть для профессий журналиста, писателя, композитора и художника, потому что нейросети уже научились сочинять, писать, рисовать. Но это глупость. Искусственный интеллект не сможет изобретать что-нибудь целиком самостоятельно. Он вряд ли будет по-настоящему творческим. И главное, его алгоритмы ограничены программированием и не смогут без помощи человека адаптироваться к значительным изменениям и новым требованиям. Короче, искусственный интеллект не заменяет человека, но облегчает многие рутинные процессы. Но здесь есть очень важная деталь. Постинформационное общество неизбежно разделится на элиту, которая будет обладать полнотой информации, разрабатывать направления развития, и остальную массу людей, которая будет потреблять уже сформированные продукты с готовыми потребительскими свойствами, акцентами и оценками. Короче, будут властители дум, владеющие технологиями, и потребители. Не очень приятная перспектива. В какую часть этого общества, созидающую или потребляющую, попадут наши дети и внуки, зависит от того, что мы сможем вложить в них сегодня. Но вернемся к журналистике. Во-первых, рутинная работа по обработке массивов данных скоро действительно все больше будет делегироваться роботам. Однако за человеком останутся журналистские расследования, умение анализировать и делать выводы. Таким образом, восстание машин в журналистике, если не отменяется совсем, то, по крайней мере, откладывается на далекую перспективу. Второе. Многих волнует вопрос, станут ли нынешние блогеры и стримеры журналистами будущего? Мое мнение, могут при соблюдении ряда условий. Мы сейчас видим, блогеры, как правило, производят развлекательный контент и, увы, часто весьма посредственного качества. На мой взгляд, их успех и популярность недолговечны именно по причине того, что блогерство, за редким исключением, сегодня имеет мало общего с настоящей профессией. Для нас, журналистов, главная цель не только и даже не столько развлечь зрителя, а произвести качественный продукт, донести какую-то мысль, сформулировать позицию. Блогер, умеющий собирать, обрабатывать и доставлять потребителю качественную информацию, уже не блогер, а журналист-профессионал, работающий на определенной платформе. То есть хороший блогер неизбежно, как мохнатая гусеница, может через кокон профессиональных требований переродиться в журналиста. И эта трансформация необходима. Итак, какими будут средства массовой информации будущего? Заменят ли виртуальные роботы современных ведущих? Уйдет ли традиционное линейное телевидение в интернет? И да, что ожидает печатные СМИ? Тимур Бекмурзин побывал на итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы помните фильм «Москва слезам не верит»? Разговор о будущем СМИ неизменно приводит к воспоминаниям из прошлого, тем более, что для нас, для телевизионщиков, этот отрывок из культового советского фильма великого режиссера Меньшова как бальзам на душу. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Кто-то скажет, предсказания героя фильма как раз-таки сбылись, только вместо одного сплошного телевидения впору говорить об одном сплошном интернете, где, к слову, нашлось место и телевизионным программам, и электронным газетам, журналам, онлайн-кинотеатрам. Операторов заменили видеоблогеры, журналистов, стримеры, а все это дает к радости новых представителей масс-медиа. За коллаборацию. Еще одно модное словечко из лексикона новых СМИ. Журналистам старой школы, конечно, привычнее, приятнее, знакомое всем сотрудничество, но, может быть, мы безнадежно отстали, устарели, потеряли актуальность, связь с аудиторией. Коллеги успокаивают, все пока не так печально.
Я уверен, что при нашей жизни, по крайней мере, сохранятся и газеты, и радио, и телевидение. И при этом, конечно, будут развиваться новые форматы. У всех есть своя ниша. Кто-то в силу возраста хочет быть в интернете, пусть будет. Кто-то в силу того, что читать на бумаге гораздо приятнее, комфортнее, удобнее, хочет получать печатную продукцию. Вот другое дело, что власти должны создавать для этого условия. Понятно, что телевидение перейдет, скорее всего, в интернет-среду, да, но процесс потребления новостей и, возможно, каких-то другого либо контента, он останется прежним. И вроде бы напрашивается аналогия с постоянно меняющимся и трансформирующимся рынком общепита, где бок о бок работают и рестораны высокой кухни, и добротные кафе для широкого круга посетителей, и так называемый фастфуд, небольшие заведения для быстрого и, что уж там скрывать, не всегда безопасного питания. На практике мы видим, как некогда пафосные рестораны, потерявшие связь с клиентом, закрываются, уходят. Им на смену приходят другие заведения иного формата, либо пространство, что чаще всего заполняет тот самый фастфуд. Так и блогеры в скором будущем придут на смену традиционным журналистам. Понятно, что мы друг друга не перекроем, но часть рынка блогеры все равно заберут. Блогер работает, мне нравится, мне не нравится. Я думаю, я так считаю. Журналист так работать не может. Он обязан проверять факты. Он должен опираться на документы. Да, блогеры потихонечку становятся, можно сказать, заменяют в каком-то роде журналистов. Но, опять-таки, нужно понимать журналистов, допустим, новостников, которые из мест могут выдать сразу информацию оперативную. Ну что, блогеры? Хорошие помощники профессиональным медийщикам, профессиональным журналистам в том числе. Могут ли они их заменить? Классическая тема там факт-чекинга, да, то есть это сразу, да, отметается, и мы сразу понимаем, что здесь вне конкуренции абсолютно эксклюзив остается за профессионалами. Объективные процессы, которые еще можно в какой-то части контролировать. Это про массовый приход блогеров на рынок масс-медиа. А вот что касается искусственного интеллекта. Асгат Ахметович, я инновационный ТНВ-бот. Задайте вопрос. Скажи, пожалуйста, ТНВ. Загружаю данные. Медиахолдинг ТНВ. Мы что, сами того не желая, выпустили цифрового джина из бутылки и собственными же руками заменим редакторов на ботов, а ведущих на виртуальных роботов? Сегодня мне чат Юнош предложил, скоро мы прогноз погоды и будем уже пользоваться услугами искусственного интеллекта. Я сегодня посмотрел. Надеюсь, это не для меня только ты подготовил. На самом деле это реально работает. Удачи тебе, Александр. Удачи. Полностью робота не смогут заменить. Все-таки есть такая тема, как аналитика, да, она пока им недоступна. Сложные вещи там, это я не думаю, что в ближайшее время возможно. Я не представляю, как может робот хорошее интервью взять, допустим, да. Искусственный интеллект не рождает новое. Он хорошо обрабатывает существующее. Он может на основе существующего делать прогнозы, не отвечая на вопрос «почему?». А людям нужны ответы на эти вопросы. Новые форматы СМИ, противоборство фейкам и, конечно, проникновение цифровых технологий и искусственного интеллекта во все сферы масс-медиа. Самые актуальные тренды, которые обсудили на итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Тренды задаются, в том числе в продвинутых регионах, таких как Татарстан. Я был, честно сказать, потрясен. Я был на телеканале «Шаян», на детском телеканале. Они мне показали, как они это делают. Нигде в стране у нас нету детского телеканала, который делают сами ребята и который вещает 24 часа. Это уникально, причем на языке. Пищу готовят, пищу. В информационной повестке главная тема, конечно, Украина, СВО и восстановление на новых территориях, прежде всего тех, что курирует Татарстан, Лисичанск и Рубежное. Год ожидается как никогда насыщенным и богатым на события. Выборы сначала президента страны, затем депутатов в Государственный совет Татарстана, международные спортивные соревнования, саммит БРИКС, Казан-форум. Словом, будет и интересно, и ответственно. И работы хватит всем, и журналистам, и блогерам, и газетам, и телевидению. И все это мы потом почитаем и посмотрим в интернете. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней.